В Якутске в сентябре этого года открылся стационарный пункт техосмотра на базе казенного предприятия «Дороги Арктики». На Хатынь-Уральском шоссе проводят технический осмотр всех категорий автомобильного транспорта, от легковых до грузовых. Какие требования существуют к автомобилям и что может послужить для отказа дальнейшего осмотра, разбирался наш коллега Евгений Тайтонов. По данным Российского союза автостраховщиков, технический осмотр транспорта в Якутии проводят 43 компании, но только 12 из них аккредитованы на все категории автотранспорта, куда входят легковые, грузовые и транспорт для перевозки пассажиров. Состояние кузова, исправность световых приборов, общая исправность, и это только минимум техосмотра. При установке силовых бамперов или отдельных агрегатов должно иметься документы с ГИБДД о том, что машина прошла переоборудование. Также это с ГБО. Обращаем внимание на ремни безопасности, на рабочее состояние кресел. Получается, все движимые механизмы должны быть в рабочем состоянии. Также в панели приборов не должны гореть ошибки в виде чеков или АБС. После прохождения первого этапа транспортное средство направляется на проверку тормозного механизма. Далее идет измерение люфта рулевого механизма и проверка на наличие подтека тормозной жидкости, нарушения герметичности трубок. Другой немаловажный аспект – это фары. Они должны светить не только ровно и прямо, но и ярко. Мелкий недочет может привести к отмене техосмотра. Прибор предназначен для измерения света фар. Он необходим для того, чтобы на дороге, например, машина едет, и она не слепила впереди едящего водителя. Ну и как он, в принципе, измеряет? Этот прибор устанавливается перед фарой, далее устанавливается значение и видим в линзе, как он светит. Далее регулируется фара. Техосмотр каждый год прохожу. Нужен, конечно, каждый год пройти надо этот техосмотр, хотя бы раз в год. А так машина в целом состоянии отличное, хорошее. Прошел, думаю, техосмотр. Сейчас компания планирует открыть в 9 северных районах республики передвижные пункты техосмотра. Соответствующие документы уже отправлены в Российский союз автостраховщиков. Евгений Тайтонов, Артем Алексеев, Якутск.